В США началась общенациональная президентская предвыборная кампания. Кандидаты Хиллари Клинтон от демократов и Дональд Трамп от республиканцев отправились в первые турне. Эксперты прогнозируют, что эта кампания в США будет грязной. Это может быть очень грязная и неприятная кампания. Я думаю, что большой частью этой кампании, нравится это нам или нет, будут попытки убедить избирателей голосовать против другого кандидата, а не за себя. Также эксперты говорят, победа Трампа может сыграть на руку России. Хиллари Клинтон выступала с серьезными заявлениями против российского вторжения в Украину, против аннексии Крыма, очень критически высказывалась о Путине и Кремле еще с декабря 2011-го, когда она выступила в поддержку права россиян протестовать против результатов выборов в Думе. У нее есть послужной список, который можно анализировать. У Трампа его нет. О его политике можно судить по его высказываниям, а также по советникам, которыми он себя окружил. Трамп хвалил Путина, называл его сильным лидером, предположил возможное признание аннексии Крыма и снятие санкций с России. И посмотрите на Пола Манафорта, который хорошо известен в Украине, на Картера Пейджа, у которого есть связи с «Газпромом», на Майкла Флинна, бывшего главу военной разведки, который поехал в Москву отметить за одним столом с Путиным годовщину Russia Today. У украинцев есть поводы для беспокойства. Дональд Трамп не разделяет взгляды 99,9% американских политических лидеров, потому что все мы верим, что мы должны дать отпор России, занять жесткую позицию и никогда не соглашаться на оккупацию Украины, аннексию Крыма или оккупацию Грузии. Во многом внешняя политика Хиллари Клинтон будет продолжением линии Обамы. Она была госсекретарем в его правительстве. Она согласна со многими его решениями. То, что мы слышим от республиканского кандидата, нас пугает. Поставить под вопрос 5-ю статью НАТО? Я очень надеюсь, что если республиканцы выиграют, то институты, истеблишмент, институционная память республиканской внешней политики ограничит энтузиазм нынешнего кандидата. И он будет исходить из реальности того, что единственная возможность убедиться, что Россия не будет совершать агрессивных шагов по отношению к Грузии, Украине, Европе, это военное сдерживание, то есть НАТО. Что касается Хиллари Клинтон, то она знает регион. Она там работала. Она работала с проблемами в Украине и Грузии. Она обладает всеми качествами для того, чтобы возглавлять США в рамках НАТО. 60 человек пострадали в Ереване в ходе разгона митинга оппозиции у полицейского участка. Его на прошлой неделе захватили сторонники одного из оппозиционеров. Среди раненых 5 силовиков. По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Армении, один из полицейских получил огнестрельное ранение. Полиция задержала более 100 митингующих. Министерство торговли и экономического развития Украины после ходатайства СБУ остановило работу почти 240 российских фирм. Они имели связи со структурами боевиков на Донбассе. Торговый представитель Украины Наталья Микольская говорит, эти компании не смогут продавать и покупать товары с украинскими контрагентами, арендовать в нашей стране имущество и иметь свои представительства. Ранее служба безопасности выяснила, эти фирмы вели легальную деятельность в Украине и потому не попадали под действие решения СНБО о санкциях против России за поддержку боевиков. Но как только стало известно, что они имеют бизнес-связи ДНР и ЛНР, были приняты соответствующие меры. В Минэкономразвития говорят, те товары и услуги, которые производились и поставлялись этими компаниями, могут заместить украинские предприятия. Российская сборная по тяжелой атлетике в полном составе отстранена от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики. Главной причиной стало употребление россиянами допинга. В заявлении федерации отмечается, действия спортсменов из России нанесли ущерб репутации этого вида спорта.